Доброе утро, дорогая республика! Сегодня 1 апреля, и мы рады приветствовать вас на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Да, в студии для вас сегодня работают Дарья Анкехова и Степан Федоренко. Сегодня в нашей программе мы расскажем о некоторых особенностях грядущего тотального диктанта. И вы узнаете, чьим голосом озвучены объявления на автовокзале. Ну и, конечно, сегодня мы обязательно отметим 1 апреля здесь в студии. Попробуем научиться правильно смеяться, а также узнаем, какие кинопремьеры ждут нас в кинотеатрах. Да, напоминаем сразу же наш WhatsApp-номер 8 914 273 44 88. Присылайте на него какие-то приветы, поздравления. Поздравления с 1 апреля. Может быть, какие-то розыгрыши. Там, к примеру, тетя Таня, подойди, пожалуйста, на автовокзал и жди меня. Какие у тебя шутки, Степан, с утра. Ну, а начнем мы с прогноза погоды. В 6 утра температура воздуха была на отметке минус 11, минус 6 в центральных районах. В заречной группе Улусов 19,7 градусов ниже 0. В южных районах минус 5, минус 4. В Вилюйской группе 12,8 градусов мороза. В Нижнеленских районах 4-12 градусов. В западных минус 14, минус 5. В Колыме-Индигирской группе Улусов 29-11 со знаком минус. В Янских Улусах минус 32, минус 12. На северо-западе 34-28 градусов ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила минус 8 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха составит 0 плюс 2 градуса. Да, может быть, преимущественно днем-то и будет без осадков, но прямо сейчас за окном просто великолепно красивый снег валит большими-большими хлопьями. Сегодня во всех инстаграмах страны будет снег. На 31 марта в республике выявлено 27 новых случаев коронавируса, в том числе 17 случаев в городе Якутске. 4 носителя выявлены в Алайховском районе, по одному заболевшему в Горном, Мирнинском, Нерюнгринском, Сунтарском, Татинском, Усть-Алданском районах. Ограничительные меры продлены до 30 апреля. Для неработающих граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, режим самоизоляции сохраняется. Что касается лиц старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, которые являются работающим, порядок и срок выхода на работу будет определен, соответственно, и объявлен завтра после принятия соответствующего постановления правительства Российской Федерации и о решении вопроса о продлении или не продлении срока действия временных правил оформления листков нетрудоспособности на федеральных уровнях. Просим, соответственно, и работодателей, и граждан, которые подходят под данные категории, исходить из прежде всего необходимости соблюдения безопасности для лиц, которые, являются гражданами старше 65 лет и имеют хронические заболевания. Отметим, что сегодня в 9 часов утра состоится брифинг оперативного штаба республики на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Ну а далее в нашем эфире выпуск свежих и актуальных новостей с Владом Давыдовым. Доброе утро, это новости на канале Якутия-24, в студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня. Столичные автошколы уже с этой недели начинают принимать экзамены по вождению по новым правилам. Теперь сдавать практическую часть станет сложнее. Об этом говорят инструкторы. Раньше были 3 маршрута, по ним можно было проехаться и выучить наизусть. Теперь же таких маршрутов больше не будет. Будущим водителям придется адаптироваться в условиях реальной поездки по городу во время экзамена, говорит инструктор. Проверяются навыки, которые ранее проверяли на закрытых площадках, и они теперь адаптированы уже в условия реального дорожного движения.
Получается, что традиционная площадка и город объединяются в один экзамен. Внесены изменения в некоторые схемы упражнений. Проверяемые навыки, которые мы ранее проверяли на закрытых площадках, адаптированы для их проведения в условиях реального дорожного движения. Также переработана система оценки навыков умений по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения. Разделены ошибки на 4 группы с учетом степени их влияния на безопасность дорожного движения. Предусмотрена возможность нахождения в салоне экзаменационного автомобиля представителей общественных объединений, представителей автошкол, а также это могут быть кандидаты в водители, ожидающие свой экзамен, и сотрудники полиции, иных служб, органов внутренних дел при условии, если сдающий кандидат в водители не возражает. Прием заявлений на зачисление в первые классы в школы Якутска начинается сегодня. Запись производится самостоятельно через портал образовательных услуг республики. Если у родителей нет возможности подать заявление через сайт, они могут подойти в школу с перечнем документов для приема. Заявления принимают до 30 июня от граждан, живущих на закрепленной за школой территории. А с 6 июня по 5 сентября проводится прием заявлений уже от не проживающих на закрепленной территории, но это при наличии свободных мест. Согласно приказа Министерства просвещения Российской Федерации 2 сентября, запись в первые классы в школах начнется с 1 апреля и закончится 30 июня. И в этот промежуток времени заявления подают родители, то по месту регистрации, и первоочередной категория – это когда взрослые, братья и сестры учатся в той же школе. И это же относится к детям военнослужащих и работников полиции. Воспитанники культурно-спортивного комплекса «Алроса» выиграли путевку на первенство России по тэквондо. В Хабаровске прошло дальневосточное первенство среди юношей и кадетов. В составе сборной Якутии выступили мирнинские борцы. Максим Гавришев в упорной борьбе смог завоевать золото, тем самым повысил свой спортивный разряд. На этом же турнире Эмилия Клепикова стала обладательницей серебра. По словам организаторов, соревнования – это отборочный этап перед первенством страны. Оно пройдет в Белгороде. Также в июне ребят ждет российский турнир «Кубок Кремля». В расписании меняется буквально все, начиная от режима питания, режима тренировок, сборов. К сожалению, у нас не так много спарринг-партнеров, как хотелось бы иметь их. И, значит, у нас нет опыта работы с электроникой. Мы бьем сильно, а там надо работать на чувствительность. Татинский улус с рабочим визитом посетила министр труда и социального развития республики Елена Волкова. Основной вопрос – оказание методической и практической помощи, в частности, по государственной и социальной помощи на основании соцконтракта. В связи с этим прошел семинар с участием всех глав поселений и работников социальной сферы района. Также Волкова ознакомилась с работой новой мастерской многодетной мамы Алены Григорьевой. Она в 2019 году по программе «Соцконтракт» получила деньги в размере 134 тысяч рублей, выделив вдобавок свои 30 тысяч, приобрела все необходимое для расширения швейного дела. И на сегодня мы видим, что здесь создана уже полноценная мастерская, 2 рабочих места, полностью приобретено оборудование. И на сегодня эта мастерская имеет достаточно много заказов. Увеличились доходы семьи, и, конечно, нас не может это не радовать. По Татинскому району сумма, которая будет направлена на социальные контракты в 2021 году, увеличится в 2 раза. Если более чем в 2 раза, если в прошлом году эта сумма составляла 9 миллионов рублей, то в 2021 году будет направлено 24 миллиона рублей. Таковы новости к этому часу. Удачного дня. Смотрите Якутию-24 и будьте всегда в курсе. Спасибо, Влад. Ну а всем, кто только что проснулся, мы еще раз желаем самого-самого доброго первоапрельского утра. Ну а для тех, кто еще не проснулся и не может встать с кровати, следующая рубрика специально для вас. Поднимаемся вместе с нашей зарядкой. Доброе утро. Меня зовут Евгений. Я фитнес-тренер. Сегодня мы проведем тренировку на все тело для заряда бодрости на весь день. Начнем с разминки. Первое упражнение. Шаг в сторону.
с подъемом рук вверх. На вдох делайте шаг в сторону и поднимайте руки вверх. На выдох вернитесь в исходное положение. Выполняем 45 секунд. Второе упражнение – поднос бедра. Выполняем 45 секунд. На каждую ногу. Меняем ногу. Следующее упражнение – велосипед. Ложимся на спину и поочередно подтягиваем ноги к корпусу, имитируя вращение педалей велосипеда. Выполняем 45 секунд. Следующее упражнение – отжимание с касанием рукой плеча. Поставьте руки шире плеч. На вдох опуститесь вниз. На выдох вернитесь в исходное положение и коснитесь рукой плеча. Выполняем 30 секунд. Следующее упражнение – раскладушка. Сядьте и упритесь руками в пол, вытянув ноги перед собой. На выдох потяните колени к корпусу. На вдох вернитесь в исходное положение. Выполняем 30 секунд. Хорошо задействуют мышцы корсета и пресса. Следующее упражнение – бёрпи. Встаньте в упор лежа и на выдох окажитесь в положении приседа. На вдох вернитесь в исходное положение. Бёрпи – это одно из самых тяжелых комплексных упражнений, но в то же время одно из самых эффективных для снижения жировой прослойки и для повышения выносливости. Заключительное упражнение – это планка. Встать в упор на локти так, чтобы ваше тело образовало одну линию. Стоим 45 секунд. Закончили. На этом мы закончили нашу утреннюю зарядку. Всем желаю здоровья, занимайтесь спортом. Желаю хорошего дня. Всем пока. Отлично. Утро у нас в самом разгаре, можно сказать. У нас сегодня прекрасное солнечное настроение. Посмотри, в какой цветовой гамме мы сегодня. Главное, винные штаны. Винные штаны, да, у нас. А за окном у нас потрясающая погода. Ну и, конечно, 1 апреля дает о себе знать. Мы с утра сегодня с тобой очень много смеемся. Да? Да, мне кажется, это просто вот вроде просто дата в календаре, а заряжает энергией безумно. Ну что, а совсем скоро в Якутске пройдет всероссийская акция «Тотальный диктант». Тысячи людей по всей России и за ее пределами будут писать диктант, автором которого в этом году стал Дмитрий Глуховский. Да, и сегодня у нас в гостях член правления фонда «Тотальный диктант», наставник Якутска Вячеслав Беляков. Вячеслав, доброе утро. Доброе утро. Ну вот и сразу первый вопрос. Что означает должность наставник Якутска? Это скорее не должность. Якутск победил, выиграл в конкурсе столиц тотального диктанта. Каждый год мы выбираем столицу, и команда не только участвует в онлайн-голосовании народном, но и потом в ходе конференции тотального диктанта представляет проект. Тот проект, который будет реализован в случае, если город станет столицей. И на этом этапе каждая команда получает наставника от штаба тотального диктанта. Мне посчастливилось работать с командой Якутска, и я, конечно, очень рад, что Якутск стал столицей тотального диктанта в этом году. Да, мы тоже очень рады. Это такое событие еще и от самого Дмитрия Глуховского, с самим Дмитрием Глуховским. А скажите, пожалуйста, по каким критериям выбирали столицу? То есть это достаточно серьезный конкурс, какие-то отборочные туры или должны быть какие-то определенные показатели? 2 тура. Первый тур – это народное голосование. Больше 10 городов в этом году участвовало в первом этапе. И по итогам народного голосования отбирается 5 лучших городов, тех городов, за которые больше всего людей проголосовало в ходе этого мероприятия. И эти 5 городов готовят свои проекты и защищают их на конференции. В этом году в Рязани такая конференция прошла перед жюри, серьезным, профессиональным, в который входят представители разных отраслей, в том числе Дмитрий Глуховский в этом году был членом жюри и выбирал
программа какого города ему нравится больше. Так получилось, что программа Якутска жюри понравилась больше всего, и из 5 финалистов был выбран именно Якутск. Вячеслав, а скажите, какие города Якутск сделал? Какие-нибудь громкие желательно. Ну, в финале, кроме Якутска, принимали участие еще Рязань, Ярославль, Салехард и не помню я уже 5-й город, который принимал участие. Достаточно. Хорошо. А расскажите, пожалуйста, небольшой такой краткий экскурс по истории вообще тотального диктанта. Кому принадлежала идея, для чего он был придуман и почему он так понравился людям? Вообще, тотальный диктант был придуман как шутка своего рода, филологическая шутка в Новосибирском государственном университете. Случилось это 17 лет назад. Да вы что, так давно? Да, первые тотальные диктанты проводили внутри Новосибирского университета, и это была, такая факультетская история. Но так понравился людям тотальный диктант, что он вышел сначала за пределы НГУ, потом за пределы Новосибирска, потом за пределы России. И сегодня тотальный диктант пишут на всех континентах, включая Антарктиду, на станциях российских. Его пишут в 80 странах мира, его пишут в сотнях городов, не только в России, но и по всему миру. Потому что русский язык, он объединяет нас не только внутри страны, он объединяет нас и за ее пределами. И те наши граждане, те люди, которые говорят на русском языке, они очень хотят приобщиться к празднику русского языка. Каждый год пишут тотальный диктант. Здорово. Вячеслав, а вы сами писали? Как успехи? Вы, наверное, писали сами диктанты. Да, вообще, как успехи? Да, интересно было бы о ваших результатах узнать. Если не секрет. Вообще, нет, это не секрет, но дело в том, что судьба организатора тотального диктанта такова, а я в том числе организую тотальный диктант у себя в родном городе Владивостоке, а судьба организатора такова, что не удается обычно написать диктант, потому что ты постоянно в суете, в каких-то хлопотах. И это немножко, наверное, нечестно, поскольку организатор все-таки чуть-чуть раньше, чем все остальные, имеет доступ к тексту. Да, текст уникальный каждый год, его пишет писатель специально. В этом году Дмитрий Глуховский специально его написал для тотального диктанта. Он нигде не публиковался раньше, не публикуется, его нельзя ниоткуда списать. Но вот в тот момент, когда организатор получает текст и идет с ним к тому человеку, который будет диктовать, к диктатору, да, он же может все проверить. Он может все подсмотреть, да, и потом сесть написать. Но мы пишем в ходе конференции обычно демо-диктанты. Такая подготовка, филологи тренируются, организаторы тренируются на этих мероприятиях, проводить и проверять тотальный диктант. И вот моя лучшая оценка была 4. Один раз я чуть-чуть не дотянул до отличной оценки, допустил одну глупую ошибку. Но вот это лучший результат, который у меня был. Здорово. Нам еще сказали, что в самолете предложили пассажирам пройти тотальный диктант, да? Да, так и было. Дело в том, что сейчас у нас в Якутске здесь проходит фестиваль грамотности в преддверии тотального диктанта. И начался он позавчера в Санкт-Петербурге. Торжественно был передан статус столицы тотального диктанта от Санкт-Петербурга Якутску. После этого команда фестиваля, наши эксперты, которые сегодня и завтра, и до 5 апреля будут здесь читать мастер-классы и лекции, они сели в самолет и полетели из Санкт-Петербурга в Якутск. И на борту они в том числе, помимо того, что летели, еще диктовали тотальный диктант. Это нормальная история. Люди, занимающиеся тотальным диктантом, диктуют его в любой ситуации. Пассажиры написали, даже нашелся среди них один отличник, и его в зоне выдачи багажа наградили. Уже по прилету в Якутск. Ну здорово, 7 часов лету, я думаю, там делать все равно особо нечего. 7 часов переживания. Написала, думаешь, так, когда же результаты? Где? Что ж меня ждет, да? Да, так, хорошо. А вот подскажите, какие у вас, как вы думаете, вы, наверное, примерно представляете, как пройдет этот диктант, и какие результаты, по вашему мнению, будут у нас в городе? Вы знаете, в Якутске уже тоже не первый год проходит тотальный диктант, с каждым годом все больше участников, и количество отличников, оно год от года примерно одинаковое. Отличников немного, в процентном соотношении это там считанные проценты, 3, 5, 10 процентов от количества участников, но поскольку можно готовиться к тотальному диктанту, результаты улучшаются. И в этом смысле можно сказать, что среди участников тотального диктанта грамотность совершенно точно растет. И я думаю, что вот фестиваль, который мы сейчас проводим, позволит жителям Якутска
еще лучше подготовиться к тотальному диктанту, и в этом году результаты должны быть лучше, чем в предыдущие годы. Ну, вот, меня вот поразило, вот сегодня я только узнал, что он, этот тотальный диктант в университете появился и так разросся на весь мир практически. А в чем популярность? Почему такая популярность, как вы думаете? Во-первых, мне кажется, что это полностью общественная акция. Тотальный диктант вырос как студенческая инициатива и до сих пор существует как акция абсолютно общественная, не связанная ни с какими частными, государственными интересами. И вот этот душевный порыв организаторов, ведь в каждом городе тотальный диктант организуют волонтеры. Это люди, которые делают это от души, от чистого сердца по всему миру. И люди, которые участвуют, они это чувствуют. И с одной стороны мы объединяемся вокруг родного языка, а с другой стороны мы объединяемся вокруг литературы. Ведь одна из миссий тотального диктанта не только продвигать грамотность, но и продвигать современную, качественную русскую литературу. И к тому же это все еще делается от души и от чистого сердца. Конечно, такая акция не может не быть популярной. Здорово. Ну что ж, мы желаем, да, мы не сомневаемся, в принципе, в успехе. Да, и в грамотности я сомневаюсь в своей грамотности, если честно. Вячеслав, спасибо вам большое. Всего вам самого-самого доброго, чтобы было побольше участников. Самое главное, мы ждем вас и всех телезрителей 10 апреля в 14 часов на тотальном диктанте. Регистрация уже идет. Спасибо. Степ, скажи, пожалуйста, без чего не начинается твое утро? Ну, конечно же, без чашечки кофе. А какой кофе ты предпочитаешь? С коньячком. Ну, обычно я пью растворимый. Без коньячка. Ну тогда одна из сегодняшних дат особо тебя заинтересует, потому что 1 апреля в 1938 году широкой публике в Швейцарии впервые продемонстрировали растворимый кофе, который любишь ты. Это здорово. Ну а какими еще датами, событиями знаменит сегодняшний день, 1 апреля, мы узнаем из нашей следующей рубрики. Апреля – международный праздник День смеха или День дурака. Также 1 апреля – Международный день птиц и день рождения коньяка. День рождения доллара также сегодня. 1 апреля 1778 года американский бизнесмен Оливер Поллок придумал этот символ. Он взял за образец знак испанской песеты. Сегодня один из праздников славян – День пробуждения домового. Его нужно было обязательно чем-то задобрить. По народному календарю считалось, какая погода в этот день, такая она будет и 1 октября. 1 апреля 1748 года начались раскопки древнеримского города Помпеи. Последние 60 лет там ведутся только реставрационные работы. Около четверти территории Помпеи не раскопано до сих пор. 1 апреля 1938 года положено начало широкому распространению растворимого кофе. Презентация нового напитка состоялась в Швейцарии. 1 апреля 1809 года родился Николай Гоголь, русский писатель, классик мировой литературы. 1 апреля 1873 года родился Сергей Рахманинов, русский композитор, пианист и дирижер. В 1906 году в этот день на свет появился Александр Яковлев, советский авиаконструктор, создатель знаменитых истребителей Як. 1 апреля 1908 года родился Абрахам Маслоу, американский психолог, основатель гуманистической психологии. 1 апреля 1934 года родился Владимир Познер, советский и российский журналист, телеведущий и писатель. В Якутии сегодня отмечают 70 лет со дня рождения Василия Филиппова, доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки республики, члена-корреспондента Российской академии наук, президента Академии наук Якутии. Именины в этот день празднуют Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий и Софья. Ну вот, Дарья, с именинами тебя как раз поздравляем. Спасибо, Степан. 1 апреля твой день. Спасибо. Это от души, правда, от души. Спасибо. Ну а на очереди у нас рубрика «Якутия 20 лет в 21 веке». Напомню, что в этой рубрике мы вспоминаем, какой же путь прошла Якутия за 20 лет в новом тысячелетии. Да, что изменилось за это время, какой была жизнь людей и какой она стала. Сегодня мы предлагаем вам интересные факты о новом научном центре «Север. Территория устойчивого развития».
Новый научно-образовательный центр мирового уровня «Север. Территория устойчивого развития» объединил научный потенциал Якутии, Камчатского края, Магаданской области и Чукотского автономного округа. В составе центра 11 научно-исследовательских институтов и 5 крупных вузов. В их числе Северо-Восточный федеральный университет, Академия наук Якутии и Якутская сельскохозяйственная академия. Задача центра – связать науку и образование с экономикой, проводить исследования для крупных компаний и готовить специалистов, востребованных на рынке труда. Партнерами научного центра «Север» стали ведущие промышленные добывающие компании России. Они заказывают научные разработки и участвуют в формировании учебных программ. Важно, что в результате создания Центра «Север» Якутия стала научным и образовательным центром для всего северо-востока России. Мы все ждем от ученых открытий и изобретений, которые принесут пользу экономике нашей республики. Да, ну а у нас есть сообщение на нашем WhatsApp номере 8 914 273 44 88. Доброе утро! Поздравляем дорогого отца, дедушку Иванова Константина Петровича, жителя наслега Кюпцы Усть-Майского района, с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни. Спасибо, что ты с нами всегда рядом. Ты у нас самый добрый, сильный. Мы тебя любим и ценим. С благодарностью, дети и внуки. Ну что ж, мы присоединяемся к поздравлениям. Передаем пламенный привет. Да, вы также можете присылать свои сообщения, приветы, поздравления, какие-то интересные, позитивные, бодрые утренние новости на наш WhatsApp номер. Ну а сейчас мы ненадолго прервемся, но обязательно вернемся в «Утро Якутии». Еще раз всем доброе 1-апрельское утро. Поздравляю вас с праздником, с Днем смеха, с 1 апреля, с Днем дураков, кому как нравится больше. Мы продолжаем наш утренний эфир. Напоминаем всем наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Ну и у нас есть сообщение от нашей телезрительницы. Нашу дорогую любимую маму, бабушку Корякину Ирину Егоровну из села Чинике Вилюйского улуса от всей души поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, долгой-долгой счастливой жизни. Любим, ценим, дорожим. С наилучшими пожеланиями любящий муж, дети, невестка, внуки. Также напомним нашу страничку в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте интересные анонсы нашей программы и какие-то интересные даты и события. Ну а сейчас самое время вновь узнать о самых свежих новостях на сегодняшний день. Доброе утро, это новости на канале Якутия-24, в студии Влад Давыдов. В отделе ЗАГС Горного района прошел семинар-совещание для специалистов администрации муниципальных образований, выполняющих полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния. Приняли участие представители всех 8 населенных пунктов Горного улуса. Специалисты управления ЗАГС ознакомили с широким спектром вопросов, которые часто возникают у работников службы ЗАГС при осуществлении своих полномочий. Обычно у всех слабый интернет, проблема в слабом интернете. Ну, по работе у них обычно проблем нет. И вопросы по настройке принтеров были немножко, и в основном вопросы по интернету. Потом были вопросы по обращению на сайт технической поддержки этой нашей системы ГИС и ГРЗАГС. Объяснили, какие разделы надо подавать, нужные заявления, ну и как подавать. В Доме дружбы народов 3 апреля в Якутске состоится гала-концерт «Кюнер-кён», несущее тепло солнца. На сцене выступит порядка 100 человек. Это студенты и творческие коллективы Якутского колледжа культуры и искусств. Также в рамках концерта пройдет вручение ежегодной традиционной премии «Кюнер-кён» по 13 номинациям. Программа концерта состоит из новых номеров и танцев в самых разнообразных жанрах. Это эстрадные и вокальные выступления, фольклорные и хореографические постановки, объединенные единым сюжетом, позволяющим окунуться в прекрасный мир юности, чувств и любви.
Мы очень соскучились по сцене, целый год простоя, и поэтому и студенты, и педагоги, нам не хватает этого творчества, не хватало целый год этого творчества, поэтому мы вышли в этом году в феврале месяце, в середине всем колледжам, и начался вот этот вот процесс, сразу подготовка к отчетному колледжу. В этом году мы поздно начали процесс, поэтому дипломные работы хореографического творчества, этнохудожественного, социально-культурной деятельности, они выборочно оттуда мы взяли все эти вот номера и включили в отчетный концепт. В связи с Годом здоровья Союз общественных организаций женщин с проектом «Автопробег-2021» посетил Усть-Алданский Улус. Там их встретили автоледи Улуса и сопровождали по плану маршрута. В рамках проекта автоледи привезли мобильную бригаду специалистов Республиканского центра профилактики. Медработники с аппаратом УЗИ, ЭКГ, врач-терапевт осмотрели жителей каждого наслега. Помимо этого, по проекту «Музыка для всех» преподаватели Высшей школы музыки выступили перед населением и набрали музыкально одаренных детей. А по правозащитным вопросам приехали юристы и ответили также на все интересующие вопросы. Работа с муниципалитетом у нас. И по поводу дороги мы привезли представителей управления дорог Якутии и совместная работа вместе с ГИБДД. Улусные управления ГИБДД помогли. В дальнейшем все эти автопробеги будут женщине не просто так себя проверять, ездить, свою машину проверять, ездить, а с такими программами мы планируем и в Амгу, и Тату, и Верхний Вилюйск, и в августе будет в Эрдигистях. Нам очень понравилась эта самая программа «Автоледи». И самое главное, что люди, наше население, поправили свое здоровье, встретились с врачами, консультацию получили. И еще по доступное жилье нам очень доступно рассказали. Еще нам правовые вопросы тоже решили, свои проблемы рассказали. И очень благодарим за сотрудничество. Таковы новости к этому часу. Удачного вам дня. Смотрите канал Якутия-24. Будьте всегда в курсе. В нашей сегодняшней рубрике «Пусть мама придет» мы познакомимся с мальчиком Сахамином. Ему 2 года. Он очень шустрый, подвижный и наблюдательный малыш. Так получилось, что Сахамин остался один. Но мы очень надеемся на то, что он найдет свою семью и будет счастлив. Знакомьтесь, это Сахамин. Сахамину 2 года. Он у нас очень улыбчивый, ласковый мальчик. Проявляет интерес к звуковым ярким игрушкам. Из-за основного диагноза он еще не ходит. Ходит с опорой, но в основном он ползает на четвереньках. С интересом познает окружающее пространство. Любит тактильный контакт, пальчиковую гимнастику, массаж. Стремится к индивидуальному общению. А еще Сахамину очень нравится проводить время в комнате релаксации, наблюдая за световыми эффектами. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, Сахамин – шустрый и подвижный ребенок. Он очень быстро ползает, любит играть с погремушками и с интересом изучает мелкие предметы. Сахамин – ласковый, спокойный малыш. Он с удовольствием общается, любит, когда с ним ходят, проявляет любопытство ко всему происходящему вокруг.
Так получилось, что Сахамин остался один, и мы надеемся, что он обретет семью и будет счастлив. Даша, а ты часто бываешь на автовокзале города Якутска? Ты такой странный вопрос задаешь, Степан. Но если честно, мне приходится периодически бывать там. Почему? Потому что я живу в пригороде. И не всегда я езжу на автомобиле, поэтому, когда я не тороплюсь и когда у меня есть время, я с удовольствием пользуюсь общественным транспортом. Да, а вот объявление об отправке маршрутных автобусов со станции автовокзала ежедневно слышат сотни якутян и гостей города Якутска. Но не все задумываются, как же выглядит обладательница знакомого всем с детства голоса. У стойки номер 3 начинается посадка по маршруту 109 Якутск, Жатай-Захаровка. Для Инны Исанги автовокзал Якутска – несменное место ее работы последние 10 лет. Рабочий день начинается в 6 часов утра, заканчивается в 9 вечера. Но без вереницы событий и этого режима Инна Владимировна жизни уже не представляет. Я очень люблю вообще работу. Никогда не жалела о том, что я в транспорте. Работа диспетчера, она как бы вот с первого взгляда кажется, ну что там. У нас очень много поступает звонков, очень много, особенно в праздничные дни, в зимние дни. Мы должны как-то понимать, мы понимаем людей, которые, вот сломался автобус, вот стоят на улице, и они, понимаете, с таким негативом, как будто это все надо принять на себя, объяснить человеку. Нужно терпение, терпение и терпение. Работают диспетчеры посменно. Витать в мечтах не приходится. Профессия требует выполнения сразу нескольких функций, но основная – общение непосредственно с пассажирами. Работа у нас очень интересная. Это работа с людьми всегда. Надо выдержанность такую иметь и терпение вот на этой работе. Это любой диспетчер, наверное. Может, коснись там диспетчер и на скорой помощи. Вообще работа диспетчера, она как бы тяжелая, но интересная. Диспетчер принимает десятки телефонных звонков в день, проходит через сотни пассажиров. Каждому нужно найти индивидуальный подход. Научиться этому – дело времени. Стаж в транспортной сфере Инны Владимировны – 25 лет. Годы работы выработали в характере самые ответственные качества. Я просыпаюсь, иногда бывает, сама себе установила время 4:30. Все. И с чего начинается ваше утро? С душа, естественно. Потом завтракать уже не приходится, надо быстрее собрать как-то с собой на работу. Тяжело, конечно, 15 часов очень тяжело отсидеть. У нас 2 перерыва. Ничего, справляемся. От работы диспетчера зависит многое. Оперативное информирование пассажиров свойственно только им. Желаем никогда не терять оптимизма, а со стороны нас, пассажиров, ответной вежливости и понимания. Какой приятный сюжет, особенно для меня. Теперь я знаю, как выглядит тот самый голос, который напоминает мне о том, что пора бы выйти и присесть в автобус. Да. Но и так совпало, что именно сегодня у героини нашего материала день рождения. Инна Владимировна, примите наши поздравления. Успехов вам, здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Поздравляем вас! Ну что ж, и еще немножечко про транспорт. Тему транспорта продолжим. SpaceX назвала имена участников первой полностью гражданской космической миссии «Вдохновение-4» коммерческого полета, который планируют провести в сентябре будущего года. Командовать экипажем будет Джаред Айзекман, миллиардер и филантроп. Именно он оплатил места остальных астронавтов. По его мнению, эта операция станет важным шагом в покорении космоса. К нему присоединятся Сиан Проктор, ученая и исследовательница, займет место пилота.
Кристофер Семброски, ветеран ВВС, станет бортинженером, а также 29-летняя Хейли Арсена, помощница врача, которая с детства перенесла рак костей. А теперь SpaceX займется подготовкой астронавтов. Сейчас компании ждет возвращения космического корабля «Драгон», который находится на МКС. Космос все ближе и ближе становится. Ближе и ближе, и посмотри, девушка. Да? Космос. Ты бы хотела в космос полететь? Да нет, наверное, мне бы не хватило. Не хватило бы мне ни силы, ни уверенности. Это же так здорово посмотреть на маленькую-прималенькую Землю. Это же, мне замечательно. кажется... Но мы продолжаем наш эфир, и сегодня напоминаем День смеха. Как часто разыгрывают тебя, и случалось ли с тобой такое, что вот этот день был для тебя очень такой памятный? Ты знаешь, вот именно 1 апреля я не помню, чтобы так прям разыгрывали, чтобы я прям запомнил этот розыгрыш в памяти. Но мы в театре, конечно, разыгрываем друг друга. У нас есть такие прям зеленые спектакли, называются, когда большой длинный марафон, очень много-много-много работы. И последний спектакль заключительный долгого марафона мы делаем, прикалываемся, актеры прикалываются друг над другом. Ну, грубо говоря, там забьют пустой чемодан 16-килограммовыми грузами, например, 3 штуки положат, и актер должен это тащить, или там вот что-то такое. Слушай, у тебя круглый год, что ли? Нет, это не круглый год. 1 апреля. Не надо так плохо о нас думать, об актерах. И еще Марк Твен как-то сказал, что 1 апреля – это день, когда мы вспоминаем, кем являемся все остальные 364 дня в году. Наш корреспондент Полина Долинска узнала историю возникновения этого праздника и расскажет, как же разыгрывали людей российские и зарубежные СМИ, а также наши коллеги. Существует несколько версий рождения праздника День смеха. Одни считают, что это напоминание о древнем празднике весны, который праздновался в апреле и сопровождался играми и шутками. А вот другие считают, что обычай ставить в смешное положение своих друзей и знакомых родился еще в средние века. Сегодня обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля распространен во многих странах. У каждого из нас есть в жизни история про забавные розыгрыши. Чаще всего мы любим подшучивать друг над другом в школьные годы. Самые распространенные были про белую спину или наклеенную записку «Пни меня». Но иногда пошутить в прямом эфире позволяют и ведущие федеральных каналов. Самым выдающимся розыгрышем века считается репортаж о небывалом урожае макарон Швейцарии. Автором шутки выступил телеканал BBC. На фоне кадров, демонстрирующих тяжелую работу крестьян, собирающих на полях вареные макароны, голос диктора вещал о невероятном достижении в области сельского хозяйства – одинаковой длине всех макарон, что являлось результатом экспериментов многих поколений селекционеров. После этого редакция получила огромное количество писем-откликов. Кто-то удивлялся, что макароны растут вертикально, а не горизонтально. Кто-то просил выслать рассаду, и лишь немногие были растеряны. До сих пор они считали, что макароны изготавливаются из муки. Наш телеканал не стал вводить в заблуждение жителей всей республики, а решил обойтись малой кровью. А именно, разыграть телеведущих, когда во время эфира из ниоткуда рядом с ними появлялся клоун. Такая шутка не только повеселила съемочную группу, но и продемонстрировала, кто же из них более стрессоустойчив. Правительство страны поручило федеральное антимонопольное... Иногда те самые розыгрыши выходили из-под контроля. Так, первоапрельская шутка от компании Google превратилась в реальную разработку. В 2013 году корпорация демонстрировала Google Nose – устройство для передачи запахов на расстоянии. Пользователям в буквальном смысле предлагалось нюхать смартфон. Некоторые восприняли шутку даже слишком серьезно. Например, компания Vapor Communications, которая разработали устройство Ophone, способны транслировать ароматы на расстоянии. Первоапрельские розыгрыши дарят массу ярких впечатлений, положительные эмоции и надолго запоминается. Только помните, что шутки должны быть добродушными и безвредными. 1 апреля пожелаем друг другу как можно чаще смеяться. И во все остальные дни тоже.
Ой, замечательный сюжет. Вот, честное слово, я не знала про тот факт, про макароны. Да. Если бы я предлагаю тебе все-таки разыскать. Заняться рассадой, да, найти семена макарон. Да, чтобы у тебя рядом с твоими помидорчиками, за которыми ты ухаживаешь каждый день, может быть, все-таки появилось то самое дерево. Спагетти, рожки и макарошки. Отдельно. Возможно, ты будешь тем самым, кто впервые добьется того самого результата, что у нас будут расти макароны на деревьях. Да, смех действительно очень полезен и необходим в нашей жизни, но, как любое лекарство, его надо принимать дозированно и правильно. Как это сделать? Смотрите далее. Научно доказано, кто больше смеется, тот дольше живет. Громкий смех борется с плохим настроением, высвобождает гормоны счастья, вырабатывает иммуноглобулин. В списке плюсов также профилактика заболеваний сердца. Сосуды расширяются и кровь лучше циркулирует. И, конечно, смех – это дыхательная гимнастика. Когда мы активно смеемся, выходит вся мокрота из легких, увеличивается жизненная емкость легких и происходит гипервентиляция легких. Почему? Потому что вы делаете глубокий вдох и потом частый выдох. У вас выходит весь оставшийся воздух. Митя Ефимов – амбассадор йоги смеха в России. Уже 4-й год он помогает людям смеяться. Телевизионный продюсер в прошлом, сейчас успешный тренер. Он признается, на смену смеху от ума приходит смех от тела. Но если это искусственно выработанный смех, и все мы прекрасно помним фразу «смех без причины, признак дурачины», вот как это все работает? Дело в том, что наш мозг не различает искусственный и естественный смех. В обоих случаях вырабатывается эндорфин, гормон радости, и мы становимся более счастливыми. Поэтому каждое утро мой совет – проснулись, сразу начинайте смеяться. При йоге смеха важно широко открыть рот, делать упор на живот и постепенно переходить на диафрагму. В качестве старта буква А. По продолжительности Митя рекомендует смеяться каждое утро по 10 секунд, затем и все 20. Не забываем про громкость, она должна быть максимальной. И в конце упражнения глубокий выдох. И самое важное, что мозгу не хватает кислорода в этот момент, потому что вдох произошел, выдох очень длинный, он говорит стоп, нужен кислород, и он начинает активно вырабатывать эндорфин. И после таких вот 2-3 выдохов мне просто самому становится смешно. И мой смех становится естественным, потому что эндорфин пошел. В России последователей йоги смеха насчитывается порядка 300 человек. И с каждым годом эта цифра увеличивается. Не стоит на месте и индустрия смеха. Различные комеди-баттлы, стендап-шоу и юмористические передачи. Смех действительно положительно влияет на наш организм. Только вот как смеяться? Умом или телом? Выбор каждого. Важно просто не забывать это делать. Вырабатывали эндорфины и становились счастливее Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Здорово. Смеяться все-таки здорово. А ты душой смеешься или телом все? Я и так стараюсь. Молодец какой. Смейтесь на здоровье. А если вас разыграли и разыграют сегодня, главное, не печальтесь, не расстраивайтесь, просто готовьтесь. Весь апрель никому не верь, да? Правильно? Так же говорят? Все верно. Ну а мы напоминаем, что сегодня четверг, а это значит, что в кинотеатрах стартуют новые фильмы. Одна из новинок этой недели – это «Майор Гром». Долгожданная российская экранизация комиксов. Подробнее об этом и других фильмах мы расскажем в нашей афише. Наш город болен. Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримым отношением к нарушителям закона. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность – все это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград в борьбе с криминалом. Чумной доктор.
Но все резко меняется с появлением человека в маске чумного доктора. Заявив, что город болен чумой беззакония, он принимается за лечение, убивая преступников, которые смогли уйти от наказания при помощи денег и связей. Общество взбудоражено, полиция бессильна. Высшие круги в ярости. Игорь Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого зависит мирное существование целого города. Правосудие. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет... Молодой священник в первый же день практики в школе экзорцистов сталкивается с очень сложным случаем одержимости. Под руководством бывалого экзорциста-наставника ему придется погрузиться в ад на земле, столкнуться с собственными демонами и разобраться, почему, хотя школа готовит все новых экзорцистов, одержимость распространяется как эпидемия. Добро пожаловать. Ученик экзорциста. В кино с 1 апреля. Еще одно сообщение дорогого нашего зятя Егорова Бориса Петровича, жители села Энкюр Алекминского района. Поздравляем с днем рождения. Примите в этот замечательный день самые искренние поздравления, пожелания. Желаем успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья и благополучия от семьи Гуриновых. Вот такое поздравление. Ну а сейчас самое время перейти к новостям экономики, с которыми нас познакомит наш обозреватель Нургуяна Иванова. Ожидаемая продолжительность жизни в Якутии в 2020 году составила 71 год, что выше значения инновационного сценария на 6,3%. Среднегодовая численность занятых в экономике за 2020 год оценочно составит более 493 тысяч человек. По уровню зарегистрированной безработицы достигнут инерционный сценарий в 1,7%. В 2020 году на рост показателя повлияли кризисные явления, пандемия, а также усиленные антикризисные меры поддержки безработных граждан. Это увеличение размера пособия по безработице и упрощение процедуры регистрации в качестве безработного. Численность населения Якутии на 1 января 2021 года составила 977 тысяч человек. Она возросла за счет естественного и миграционного приростов. В сравнении с 2005 годом среднегодовая численность населения в 2020 году увеличилась на 2,4%. Наблюдается естественный прирост населения за счет превышения рождаемости над смертностью. В Якутии появился первый самозанятый резидент дистанционного бизнес-инкубатора. Всего в республике на данный момент насчитывается 64 дистанционных резидента, из них 42 находятся в Якутске и Нерингри. Остальные – резиденты муниципальных бизнес-инкубаторов. Дистанционным резидентом бизнес-инкубатора может стать любой начинающий предприниматель. Конкурс для поиска новых резидентов проводится с 2015 года. Условия для таких резидентов предоставляются те же, как и у обычных, кроме предоставления помещения в здании бизнес-инкубатора. Так закрепляется персональный менеджер по сопровождению проекта, обеспечиваются бесплатные консультации юриста, маркетолога и образовательные мероприятия. Дистанционные резиденты могут пользоваться услугами переговорной комнаты, коворкинга в здании бизнес-инкубаторов. Также предлагается продвижение проектов на информационных площадках и соцсетях на бесплатной основе. Алмаз-Эргиенбанк попал в список... Ну что ж, на этом наш эфир первоапрельский завершен. Всего самого-самого доброго. Обязательно кого-нибудь разыграйте, чтобы заставить кого-то улыбнуться. А я советую сегодня быть начеку, так сказать, потому что мало ли. Ну и, конечно, я желаю всем прекрасного, доброго утра, хорошего настроения на весь день. И не прощаемся, ведь мы увидимся завтра в это же время. Завтра в это же время мы увидимся. Ну и небольшой анонсик уже на следующую недельку. Так, заглянем вперед. Потому на следующей недельке наши коллеги уезжают в командировку в города Нерингри и Алдан. Именно оттуда будут выходить в эфир в утренний, в наш, познакомят с жителями этих городов, познакомят с интересными событиями, какими-то новостями прямо оттуда, прямо
как горячие пирожки будут новости из Нерюнгри и из Алдана на следующей неделе. Ну и мы напоминаем вам о нашей инстаграм-странице. Туда вы можете отправлять свои идеи, пожелания, вопросы. И мы будем очень рады, если вы будете активнее общаться с нами с помощью нашей инстаграм-странички. Ну что ж, все. А теперь всего вам самого-самого доброго.